Добрый день, мы продолжаем нашу программу. И у нас в студии появились гости. Это легендарная прославленная группа «Дервиши». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько лет вашей группе? Как создавалась группа? Как это конечно. происходило? Ваше первое выступление? Как вы познакомились? Да, Начнем как вы даже вообще с этого. встретились? Ну, если взять нас с Дильмуратом, мы намного раньше еще познакомились. Это начало 90-х. И вот в 99 году мне предложили участие в «Жасканате». Я взял вторую премию. Вот. И в этом же году мы уже выступили на Азидоусе как конкурсанты, уже как группа «Дервиши». Насколько я знаю, у вас еще был эстрадный ансамбль, который в переводе с уйгурского назывался «Радость». Это Хошилка, я там работал. вы там работали. Это я со школьной, можно сказать. Это в нашем сельском доме культуры был ансамбль. Достаточно у него в то время регалий был в советское время. У вас был опыт работы в группе. Да, да. Я как раз оттуда и начинал, играл на барабанах там. Вот. И я единственный на группе, у которого нет музыкального образования. Все с образованием, я вот такой вот чисто... Ну, все мы начинаем Да. с таких с местных ансамблей. А с Дильмуратом мы с коллективов. 90-х годов еще знакомы, когда он еще только приехал, поступил в музыкальное училище Чайковского, тогда еще училище оно называлось. Вот. И я в то время работал в нашем уйгурском театре звукачом. И у нас был там молодежный центр, и я проводил раза 2-3 в неделю фойе-театр, дискотеки, танцы. Вот. И он туда как раз приходил, я смотрю, парень какой-то приходит, все время не танцует, на девушек не смотрит, просто слушает Он музыку. это всегда так рассказывает. Да, я люблю это. Мы там так вот познакомились. Я-то на 10 лет Дильмурата старше, как бы. В то время познакомились, общение, потом мы уже более во второй половине 90-х годов уже начали, как и все музыканты, ездить на мероприятия. В общем, короче, нас связала музыка. Да. И мы вот Ну, с тех пор вот так познакомились вместе шли, а потом уже, когда, как Дильмурат сказал, в 99-м году Азизака и Адиль, они решили создать группу, мы как раз в эту тему и попали в струю. И В нужное время, да, в нужном вчетвером. месте Да. оказались. Потому что я вышел-то на Жасканате на вторую песню танцевальную, как бы вышел как Да, у нас на была такая потанцовка. проблема. Ну, там 2 конкурсных дня, из которых одна песня танцевальная. То есть я один как бы там абсолютно не смотрелся. Ну, и мы- Нужно было что-то там. И поскольку Адиль знает и Раима, и Азиз, как бы, ну это как бы они давно уже знакомы были. И говорю, давай Раима пригласим. Может быть, Раим поддержит. Я как-то и там И всё, и с еще этого и профессиональный понеслась. танцор, мы пригласили, поставили небольшую постановку танцев, и как бы на бэках, и у нас получилось такое красивое, Красивое небольшое дополнение. шоу получилось, да. Шоу получилось там танцевальное такое, и вот оттуда, увидев ребята, вот все, вот мы четвером создали группу. У вас не менее интересная история. У вас любовь к музыке проснулась в 5 классе. У нас, я же говорю, дом культуры хорошо развивались там всякие кружки. Там у нас духовой оркестр был. В то время, вот жалко, что такого у нас нет. Духовой оркестр, танцевальный там кружок, там еще что-то. И был кружок вокально-инструментальный ансамбль. Ну, брат у меня старше был, мы еще маленькие. Набирали, его взяли, группу. Ну, мы маленькие, нас это отшили, и мы просто ходили на их репетиции. Вот сидишь, смотришь на его руки, что он делает, как их там мучат. И вот так потихоньку я перенимал. Потом чуть-чуть подрос, как говорится, и уже он давал мне. Там специальные барабаны для тренировок были, ударная установка. Я вот так потихоньку, и потом уже научился. В то время не это было понятие, там куда-то поехать, за что-то выступить. Просто представьте, как Энтузиазм. Вот, лагерь труда и отдыха, пойдите, сделайте. Слова дискотеки не было, что не появилось. Танцы Была были. массовка. Массовка. Массовка, танцы, да, Да, вот да, типа да. такого. И этот ансамбль все лето, у нас было около 6-7 лагерей труда и отдыха, 2 отделения колхоза. И мы, получается, мы почти каждый день какой-то лагерь приезжали, а там студенты, учащиеся, которые работают у нас там на табаке. Вечером мы организовали досуг. И дискотеки потом начал проводить. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, вот в репертуаре песни, сочиненные лично вами в основном, или есть и песни других композиторов? Не, в 90% все мои песни, есть песни в соавторстве. Естественно, есть песни, которые написали, ну, там, из ретро, да, там, из кинофильмов. Вот, Которые вам понравились или других в свое да, время в основном спели? как бы песни из своего сочинения. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрим дайджест зарубежных новостей, посмотрим, что интересного творится в мире, и потом обязательно продолжим нашу беседу.
Служба охраны дикой природы Кении и организация «Спасите слонов» займутся изучением влияния, которое новая железная дорога окажет на самых крупных обитателей национального парка. Стадо из 10 слонов оснастили ошейниками, в которые вмонтированы передатчики, позволяющие наблюдать со спутника за перемещениями животных. Полученные данные позволят понять, как крупномасштабные инфраструктурные проекты отражаются на животных, говорит Фрэнк Поуп из организации «Спасите слонов». Мы хотим понять, как слоны будут реагировать на высокоскоростную железную дорогу, которая пройдет между восточной и западной частями парка. Под дорогой устроены проходы, и мы хотим узнать, как на них реагируют слоны. Железная дорога со стандартной колеей позволит развивать торговлю и сократить транспортные пути в Восточной Африке. Проект – часть пакета соглашений об экономическом сотрудничестве между Кенией и Китаем, подписанного в 2013 году. Живая природа – это также важный для Кении экономический фактор, говорит эколог Бенсон О'Кид. Когда мы облегчаем сообщения между городами и делаем более удобной перевозку товаров, мы должны помнить, что сектор живой природы также важен для развития страны, как любой другой. Если мы будем действовать вслепую, мы уничтожим связи между частями живой природы и уничтожим этот сектор экономики. Ученые говорят, что, поняв влияние на жизнь слонов железной дороги, будет проще прокладывать маршрут для другого крупного проекта – шестиполосной автострады. Автомобильная дорога также пройдет по землям национального парка. В 40-е годы прошлого века здесь обитали 45 тысяч слонов. По переписи 2014 года их осталось 11 тысяч. От Цезаря до Муссолини около 80 фигур из колоритного прошлого Рима появились на гигантской фреске у набережной Тибра. Известняковые стены между мостами Сикста и Мадзини превратились в огромный холст. Вот только рисуют на нем не красками, а при помощи трафарета и воды. Придумал этот проект художник из Южной Африки Уильям Кендридж, а воплощает его в реальность группа итальянских подрядчиков. Особенность таких картин еще и в том, что со временем они поблекнут и исчезнут под слоем новой грязи. Полностью фреска будет завершена в конце апреля, а вот сколько она продержится, художники предсказать не берутся. В день официального открытия синоптики предсказывают грозу и ливень, а значит непогода может внести свои коррективы в экспозицию. Добрый день всем тем, кто только к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях легендарная группа «Дервиши». Я с удовольствием слушаю ваши песни, а особенно просто люблю танцевать под ваши песни. Что вас вдохновляет сочинять такие прекрасные песни? И как вы угадываете, что эта песня станет хитом или понравится народу? Не, ну, во-первых, как бы сама по себе восточная музыка, она уже располагает тем, что это, ну... Невозможно усидеть на да, месте, начнем с этого. Уйгурская музыка, она очень богата своими ритмами, да, различными. Даже вот если взять уйгурские мукамы, один мукам, если длится там около 45-50 минут, в нем тоже очень много танцевальных. Как бы, если, это крупная форма произведений, вот, где есть и, например, ну, лирические, да, там, как бы, моменты, есть танцевальные, есть инструментальные части. То же самое в песнях я зачастую стараюсь использовать, как бы, взятые из народных там, мотивы там, и так далее. А самое главное — это ритм. То есть в восточной музыке самое главное — это ритм. Потому что те же ударные инструменты, да, те же, даже слушая турецкую музыку, арабскую музыку, да, это все как бы, вот, ты хочешь не хочешь, начинаешь танцевать. Одна из самых как бы основных моментов, помимо того, что как бы является ритм, естественно, конечно, мелодия, вот, ну и наличие как бы использования как бы народных инструментов. То есть вот это само звучание, оно как бы начинаешь, ну и манера. Конечно, манера, да. И самое главное, нужно правильно очень донести до слушателя. У каждого, мне кажется, популярного артиста есть песня как визитная карточка. Да. Какая ваша визитная карточка вашей у нас, группы? На ваш взгляд. Да, у нас на ваш не взгляд. все. У каждого свои предпочтения, и я более чем уверен, если спросить у троих людей, они 3 разные песни назовут и скажут, вот это Нет, визитная карта. Или, например, в Если- основном народ просит, когда вы Если, выступаете. например,
касаемо, например, дервишей только, потому что я пишу не только для дервишей, я пишу для казахстанских звезд. Очень многие звезды поют мои песни. Даже Дильназ, и Нурлан Абдуллин, и Роза Куанышевна, там, Асылбек Инсипов играет, да, там вещи даже Лана играла. Вот. Если касается дервишей, да, в репертуаре у меня несколько моих любимых песен есть, которые как бы мне хочется. Но, На ваш взгляд, да, но какая из ассоциация них как бы это Тойнаме. Потому что именно с этой песней мы выстрелили. Это в 2000 году. Но он остается. У нас даже клипа нету на этой Мы на даже, эту песню. когда Был другие песни тогда, есть клип, был тогда такой фестиваль «Золотой диск». Вот, он проходил в Астане. Вот, и мы тогда впервые эту песню там исполнили. Для него на данный момент хитом является самая последняя песня, которую он сейчас заканчивает, например. Потому что же он сейчас ей увлечен, он всегда мне: Раим, смотри, что получилось, послушай, как там. Он вот за головой уходит. Естественно, эта песня сейчас в данный момент, остальное там сзади где-то стоит, да? Вот. Для него всегда будет лучшая песня, которую сейчас он делает. Когда создается новая песня, с кем сначала вы делитесь? Кому вы показываете? В первую Мне? В очередь. первую Мне? очередь. Он мне присылает. Да. Ему показывают, там, супруге показывают. Мгм. А если Ну, вы я- пишете я- для кого-то? Или основной состав, например, который вот слушает, прослушивает все и говорят там свои какие-то Не, ну конечно, вот это вы, естественно. Чернова, это потом ребята Не, ну, приходят, слушают бывает, всё. когда вот одна из последних песен, но она еще как бы в работе сейчас. Я ее написал буквально там за неделю, да, там, пока мелодию там корректировал и так далее, и так далее. Пока текст. Сейчас вот мы уже ее записали. Сейчас стадия как бы завершения, там сведения идет. Вот. А бывают песни, которые, да, мелодия вроде бы пришла, ну то есть ты не знаешь, о чем она должна быть. То есть текст как бы здесь тоже очень важно, да. У меня есть такая песня «Велей» называется. Эта мелодия была написана года 2 назад, даже 3 назад. Вот. Но я не знал, о чем это будет песня. Она вот 3 года и лежала. Потом я ее заново начал поднимать, и передо мной как бы мысль появилась, что это должна быть песня, какая-то игра, какая-то национальная игра. Вот. И когда я связался с поэтом, я говорю: перечисли мне национальные игры. Вот у уйгуров, что это там, лянга, там, я не знаю, там, то, что мы в детстве, да, и он называет мне это слово «велей». Я говорю: это что за игра? Это типа лапты. Вот. И он мне объяснил, я говорю: все, завтра приезжай, я она. тебя жду. Все, и после этого вот она. как Она бы. лежала где-то года 2. А так, естественно, как бы, а с кем я могу делиться? Только с коллегами. Вот есть вот такая песня, вот такая как бы идея. Там по текстам можем, чтобы как бы не было повторов, да. Сейчас вот основной альбом уже закончен. Мы сейчас ждем сами диски, тираж. Вот он называется «Музыка моя». И еще Вот. то, что вот Дильмурат говорил, вот эти старые 99-2000 годов песни, которые переделаны, новые аранжировки, мы их хотим отдельным альбомом выпустить, тоже буквально где-то через месяц. Ну, Как грубо бы, говоря, там да, старая он тоже песня о главном. старая да? песня о главном, как бы мы их переделали, и их тоже хотим выпустить. Ну, давайте тогда поговорим о других планах. Другие планы как? Ну, я вкратце скажу, что мы вот буквально в прошлом году, да, в 2015 в октябре месяце сняли вот 2 клипа на песню. Из этого же вот нового альбома это песня «Тюбетейка» и «Айгулем». «Тюбетейка» вот буквально начала ротироваться вот с марта месяца, она сейчас в эфире. Вот. «Айгулем» у нас пойдет ближе к осени. Вот. Естественно, сейчас у нас теперь план номер 1 это большой концерт сольный. Вот, мы его, по большому счету, хотели сделать в декабре. Оттягиваем. В из-за декабре, На но... 20-летие вы своей Не, группы. не то, что Нет. оттягиваем, В просто... этом году, скорее всего, сделаем. Мы сейчас в декабре поспеваем потихоньку. мы в декабре хотели сделать, уже наметили дату, но в связи с этой девальвацией экономической... Ну, экономические вот немного. эти Потом влияют. вроде решили сделать в феврале, март, здесь еще пошло что-то. Просто Вот, и немного сольный концерт живой приостановили. очень Так, в затратный. принципе, как бы программа готова, все как бы упирается у любого артиста, Денежные как бы, средства. да, конечно. Да, потому Но что мы многие говорят же, по-любому будем стараться, мы это сделаем. почему концерты не так часто. Ну, мы можем позволить это себе раз в 4-5. Это не только мы, это многие Это наши все коллеги. практически. Это большезатратно. У нас все концерты всегда были полные залы. В этом плане мы, честно говоря, не переживаем, что народ не придет. Дильмурат, Раим, ваши пожелания нашим телезрителям, тем более сейчас праздничный месяц Наурыз. Ну, у нас же обычно как в Казахстане Наурыз празднуется целый месяц, да? Да. И как бы сейчас выходит на финишную прямую.
хотелось пожелать, что вот эти все положительные эмоции, которые люди получили в марте месяце на Наурыз, праздниках очень много было, вот, их накопили столько, чтобы хватило до следующего праздника Наурыз, чтобы вот этот позитив, настроение, оно оставалось. Самое главное, я хочу, чтобы был мир, в каждом доме тепло. Вот. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Всем Группа добра, Дервиши. Да. добра всем. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были представители легендарной группы «Дервиши» Дильмурат Бахаров и Раймжан Хамраев. Дорогие друзья, не забывайте, программа «Добрый день» телеканала «Белем және Мадинет» выходит ежедневно, кроме субботы и воскресенья. А мы, Марьям Думан и Игорь Сахар, говорим вам до свидания. Будьте счастливы. До встречи! На том же месте в тот же час.